Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем, как водитель Audi ценой повреждения своего автомобиля спас сильно пьяного водителя Лады от выезда на встречную полосу. Просил договориться. Больше, наверное, понять, простите, я так понял, денег у него нет, предложить особо нечего. В том, что пил перед тем, как сесть за руль, мужчина не признавался. Так получилось просто. Как? Вот так вот. Как вышло, так и получилось. Расскажем, что в Зеленодольске злоумышленник среди ночи проник в чужую квартиру и пытался снять цепочку с шеи спящей девушки. Домушника задержали сотрудники Росгвардии. А также вину никто не признал. Гололед, сами понимаете. Крупная авария в поселке Дербышки. И как лесничий нанес ущерб природе почти на 9 миллионов рублей. Это и не только прямо сейчас. Сильно нетрезвый водитель «Лады» 12-й модели лоб в лоб врезался в «Ауди» на перекрестке улиц Камчатская и Ударные. Он сознался, ехал из поселка Борисоглебска и не обратил внимания, что на части улицы Камчатской движение одностороннее. От выезда на встречную полосу его спасла иномарка. Мужчина врезался во встречный автомобиль буквально в метре от знака. Просил договориться. Больше, наверное, понять, простите, я так понял, денег у него нет, предложить особо нечего. Водитель Audi рассказывает, ехал по Камчатской, этот участок улицы с односторонним движением. Надо было повернуть налево, на Ударную. Видел, что встречная Лада едет прямо на него. Все, что мог сделать, это остановиться. Во многом это смягчило силу удара. То есть он даже не пытался тормозить, что ли? А я так и не понял. То есть, я успел остановиться, то есть мне надо было повернуть налево. Все, он просто в меня въехал. Он даже не быстро, в принципе, ехал. Просто как будто не понимал, что происходит. Причину странного поведения мужчина понял сразу. То, что водитель «Лады» был сильно пьян, было видно невооруженным взглядом. Он пьяный, что он может объяснить? Было видно, когда он уже из машины вышел, он вышел, сразу шатался. 41-летний водитель отечественного автомобиля сознался, знал, что движение дальше одностороннее, но зачем поехал навстречу движению, не понимал сам. Так получилось просто. Как? Вот так вот. Как вышло, так и получилось. А вы не знали, что здесь одностороннее, что ли, или как? Не знал, как. И специально поехал? Не специально, просто догнал его и все. Сократить, что ли, так решили по встречке? Типа того, да. То, что пил перед тем, как сесть за руль, мужчина отрицал и говорил, что легко пройдет тест на наличие спиртного в организме. Позволить ездить пьяным себе не может. Работа напрямую связана с автомобилем. Но выбранной позиции придерживался нечетко и оговорился, что были посиделки с друзьями. Откуда ехали-то? Борисоглебская. А там в гостях, что ли, были? Да. Домой, да, поехали? Да. А ехать далеко надо было? Нет, тут рядом. Теперь Да. работу новую искать, да, придется? Придется, да. Все-таки выпивали? Ладно, хватит. Все точки над «и» расставил алкотестер. Проходить освидетельствование мужчина согласился. Прибор зафиксировал без малого 1 миллиграмм чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. То есть перед поездкой мужчина выпил как минимум полбутылки крепкого алкоголя. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева. Вызов 112. 38-летнюю женщину-водителя Hyundai Getz с признаками алкогольного опьянения остановили автоинспекторы на улице Липатова в Казани. До дома она не доехала всего несколько десятков метров. Ей предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме, но от него, так же как и от медицинского освидетельствования, в больнице автоледи отказалась. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а девушку в скором времени ждет суд. Ответственность за отказ от освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За это предусмотрено лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об избиении мужчины. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель одного из автомобилей гонится за прохожим, а затем начинает его бить. Все это происходит на улице Сибгата Хакима. По словам очевидцев, водитель двигался по встречной полосе. В зоне действия знака «Въезд запрещен». Ему сделал замечание прохожий, за что и был жестоко избит. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
На камеры видеонаблюдения надеются водители двух автомобилей, столкнувшихся лоб в лоб на улице Мира в поселке Дербышки. Вину в происшествии никто из них не признал. Мужчина, управлявший Рено, был уверен, водитель «Лады» при повороте налево во двор не уступил ему дорогу, как того требуют правила дорожного движения. А молодой человек, находившийся за рулем отечественного автомобиля, парировал. Повернуть он хотел, но маневр даже не начинал. А на встречную полосу выехал именно водитель иномарки. Гололед, сами понимаете. То, что в аварии не последнюю роль сыграли погодные условия, единственное, в чем сошлись оба водителя. Во всем остальном на причину аварии у них были прямо противоположные взгляды. Товарищ водитель хотел поворачивать на эту полосу, тогда как движение началось, он должен был остановиться на своей полосе и пропустить всех. Когда он останавливался, его снесло. Водитель Рено рассказал, ехал прямо по улице Мира, только заехал в поселок со стороны Сибирского тракта, только тронулся со светофора рядом с остановкой строительное училище, и тут прямо в лоб вылетает «Лада». Встречную машину снесло на мою полосу. Я начал оттормаживаться, уходить от столкновения и ушел только настолько, что повреждение не по центру машины, а с краю. Скорость, признаются оба водителя, была небольшой. Один только начал движение, другой притормаживал перед поворотом во двор. Но в вопросе, кого именно вынесло на встречную полосу, водители не пришли к общему мнению. Ехала машина, она начала тормажиться, ее начал сносить, вот и произошел весь удар. Ну, сейчас, видите, сами погодные условия, видите, не лучших. Молодой человек не отрицает, хотел повернуть во двор, но Рено вылетело на него еще до того, как он начал маневр. Да, я ехал прямо, я, получается, остановился, чтобы повернуть налево. У меня включены были поворотники, и машина начала притормаживать. Поэтому волшебным образом вы развернулись, да? Судя по Потому что произошел удар, у меня развернуло. Скорость приличная была? Да нет, неприлично. Он должен был нам уступить. Он нам должен был уступить. Еще камеры видно будет, прекрасно будет видно, как его занесло. Пассажирка Рено после аварии жаловалась на боль в грудной клетке. Она сидела впереди и была пристегнута ремнем безопасности. Шиб грудной клетки у жены. На переднем сиденье сидела? Передним пристегнут. На боль в ноге, по словам водителя «Лады», жаловался его пассажир, но никто к врачам обращаться не стал. Степень вины каждого из водителей будут определять в дальнейшем на разборе в автоинспекции. Если будет установлено, что авария произошла по вине водителя «Лады», то ремонт Рено оплатит страховая компания. В случае, если на встречную полосу вынесла иномарку, то оплачивать восстановление «Лады» водителю Рено придется самому. Полис ОСАГО у него оказался просрочен. Радик Фархулин, Дарья Кореева, вызов 112. 33-летний мужчина проник ночью в квартиру в Зеленодольске, в которой спали люди, и пытался ее обокрасть. Незваного гостя задержал хозяин жилья и вызвал стражей порядка. Сотрудники Росгвардии прибыли через считанные минуты. Все произошло примерно в 2 часа ночи. Собственник квартиры и его 21-летняя сестра в этот момент спали. Мужчина проснулся из-за крика своей родственницы. Во сне девушка почувствовала, как кто-то пытается снять ювелирное украшение с ее шеи. Открыв глаза и увидев в спальне незнакомца, она стала звать на помощь. Подозреваемый убежать не успел, его удерживали до прибытия росгвардейцев. Выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи от входной двери, осмотрелся, прихватил дамскую сумочку, но этого показалось мало, и он решил снять цепочку с шеи спящей девушки. Подозреваемого 1990 года рождения патрульный экипаж доставил в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Рыбно-Слободском районе в реке нашли тело 93-летней бабушки. Она пропала 17 ноября. Со слов родственников, пенсионерка страдала деменцией и потерей памяти. Поиски вели и волонтеры, и правоохранители. Пожилую женщину обнаружили через 2 дня недалеко от села Мельничный Починок. Причина происшествия устанавливается. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу. Ущерб государству на сумму около 9 миллионов рублей нанес лесничий из Азнакаевского района. Следователи установили, что в августе и сентябре минувшего года сотрудники Актюбинского лесничества вырубили 114 деревьев на территории Бугульмы. Это более 160 кубометров лип, берез, дубов и кленов. Тем самым они нанесли ущерб государству на сумму 8 миллионов 600 тысяч рублей. Установлено, лесничий дал указания сотрудникам на вырубку деревьев якобы для создания лесных культур. Однако документов у него на это не было. После обработки древесины обвиняемый распорядился ей в личных целях. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ему предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.